Абхазский международный экономический форум прошел плодотворно. Об этом говорят как организаторы мероприятия, так и участники, гости и эксперты. В рамках форума подписано около 30 соглашений в ключевых сферах экономики. С момента признания России независимости Республики Абхазия такой масштабный форум был проведен впервые. Теперь необходимо приступать к реализации намеченных планов и договоренностей. В своем выступлении зампредседателя правительства РФ Александр Новак обратил внимание на необходимость гармонизации законодательств двух стран. Это должно быть сделано в целях защиты интересов инвестора. Мы все с вами знаем о том, что инвестиции, которые будут привлекаться в нашу страну, в развитие экономики нашей страны, конечно же, есть законное право и как бы законное пожелание наших инвесторов максимально защитить свои инвестиции. И в этом направлении я думаю, что по итогам форума глава государства и руководители нашей страны будет, значит, какое-то обсуждение итогов форума, в ходе которого мы должны определить, какие направления и в какие законодательные и нормативные акты нам необходимо будет вносить изменения. Я вот хочу подчеркнуть, чтобы знали наши телезрители, наши граждане, что сегодня в нашей стране еще одна, значит, дана еще одна возможность для развития нашей экономики. На форуме был отмечен серьезный рост собственных возможностей Абхазии. Однако, несмотря на увеличение национального бюджета, этого недостаточно, чтобы заявить об эффективно работающей экономике. Беслан Халваш подчеркнул, что все инвестиционные соглашения, которые были подписаны в рамках форума, важны для страны. Депутат уверен, и законодательная, и исполнительная власть приложат максимум усилий, чтобы воплотить планы в жизнь. В плане внесения изменений законодательства я бы хотел подчеркнуть, проблема не в том, чтобы всех и вся освободить от налогообложения. Инвестиции нужны нашей стране, первое, для создания новых рабочих мест, второе, для увеличения нашего бюджета, для налоговых поступлений. Если, на мой взгляд, это сугубо мой взгляд, да, если есть очень нужные, необходимые инфраструктурные какие-то проекты, типа тех проектов, которые мы, значит, осуществляли, вот, например, открытие аэропорта, да, если есть какие-то очень серьезные инфраструктурные такие проекты, в реализации которых нужны дополнительные какие-то налоговые послабления, но эти проекты очень сильно нужны будут в нашей стране. Вот, например, я бы взял бы, если энергетику. Мы все знаем наши проблемы в энергетике. Можно было бы, вот как в случае с нашим аэропортом, в отношении очень серьезных инфраструктурных проектов, можно было бы принимать отдельные какие-то законодательные нормативные акты, которые будут стимулировать нашего инвестора для привлечения туда инвестиций. Как отметил, выступая на пленарном заседании форума премьер-министр Владимир Делба, среднесрочная цель правительства – довести средний размер пенсии до прожиточного минимума, а среднюю заработную плату до 4-кратной величины прожиточного минимума. Владимир Делба подчеркнул, правительство исходит из принципа, что люди – главная ценность государства. Социальная защита граждан республики должна быть в приоритете, отмечает и Беслан Халваш. Я поддерживаю, и я очень рад, что премьер-министр и правительство в целом, они видят эту проблему, и они ставят перед собой задачу по решению вот этих вот вопросов. Мы неоправданно долго, мы не можем, да, в отсутствие каких-то финансовых возможностей, связанных с нашей экономикой, мы неоправданно долго наше население не можем обеспечить достойной заработной платой и достойным пенсионным обеспечением. В ближайшее время будут приниматься законы о едином социальном взносе. Мы обсуждали это в прошлом году, в том числе и с вами, который позволит в социальной сфере начать реформу социальной сферы. Мы должны знать категории социально, значит, незащищенных слоев нашего населения и создать систему по оказанию
им необходимой квалифицированной помощи. Беслан Халваш уверен, если использовать открывающиеся возможности, уже в течение нескольких лет будет заметен результат. Еще один уникальный шанс поставить экономику нашей страны на те рельсы, на которых она должна стоять. Я очень сильно надеюсь, что реализация этих соглашений позволит в том числе увеличить бюджет, увеличить отчисления в страховые фонды, увеличить людей, которые будут заняты на определенных производствах и в сфере услуг. И я очень сильно надеюсь на то, что результатами форума мы свою экономику, если в течение 2-3 лет мы поставим на нормальные рельсы, я думаю, что те возможности, о которых говорит премьер-министр, они вполне осуществимы. Повышение заработной платы и пенсионных выплат напрямую связано с экономическими возможностями страны. Чем больше развита экономика, тем выше благосостояние граждан. Порядка 30 соглашений – конкретные шаги к тому, чтобы республика стала надежным партнером и продолжила активное развитие. Айлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.